4 марта 1921 года в Сухуми была установлена советская власть. Спустя несколько дней она распространилась на всю территорию Абхазии. Эти события стали переломным моментом в политической истории республики и на десятилетия вперед определили ее государственное развитие. Историк Аслан Габилай отмечает, оценка советизации Абхазии не может быть однозначной. Безусловно, это важная дата в новейшей истории Абхазии. 4 марта 2021 года в Сухуми была установлена советская власть, а затем уже 8 марта практически по всей территории республики. Соответственно, есть разные взгляды, разные оценки, особенно если будем рассматривать в контексте историографии вопроса. Безусловно, с точки зрения политики, здесь было очень много эмоциональных, конечно же, трагических, в том числе и политическое давление, которое осуществляется на СССР Абхазию, начиная с 2021 года. Парадоксально, что в 2021 году была восстановлена государственность в форме Советской Социалистической Республики Абхазия, и практически начиная с первых же дней мы наблюдаем с точки зрения материалов, которые мы анализируем, давление на Абхазию, чтобы она практически вошла в состав Грузии. Первые годы советской власти для Абхазии стали временем активных политических процессов. В период с 1921 по 1931 годы историки называют временем максимальной субъектности республики. В отличие от более позднего статуса автономии, в 20-е годы Абхазия обладала всеми признаками суверенного государства, собственными органами власти и Конституцией 1925 года. В это же время в республике началось восстановление экономики, развитие образования и науки. Основные тезисы новой экономической политики были реализованы в условиях Абхазии, начиная с 1921 года, и это дало, конечно же, многое для начинающей, молодой, и еще, конечно же, экономики, которая должна была восстанавливаться в плане народного хозяйства, в плане даже легкой промышленности. Еще один любопытный нюанс, что в 1925 году была принята Конституция. Конституция 1925 года декларирует именно то, что Абхазия была суверенной на тот период времени. На мой взгляд, мы из просвета феодализма пришли к социализму, минуя, так сказать, этап капитализма. Нужно отдать должное основоположнику того государства Нестора Аполлоныча Лакоба, Ефрем Эшба, Акиртава и многим другим революционерам, которые стояли у истоков этого государства. Свидетельства этой эпохи сегодня хранятся в фондах Абхазского государственного музея. Здесь представлены архивные документы, фотографии и предметы, рассказывающие о первых десятилетиях советской истории республики. Герб Закавказской Федерации уже как-то люди не помнят. И герб СССР, потому что в создании, в 1922 году, когда создавали Союз СССР, наш представитель Николай Акиртава ставил свою подпись в декларации об образовании СССР. Вот это у нас вот выставлено. А вот эти вот экспонаты для нас наиболее ценные, потому что это оригиналы. Вот СССР Абхазия, Центральный исполнительный комитет, а это Совет народных комиссаров, который возглавлял Лакоба, между прочим, он же был председателем Совета народных комиссаров. Они висели на зданиях? На этих зданиях, да, где эти были расположены и ЦИК, и Совнарком. Где где они тогда были расположены? Где Абеги сейчас здание, там Лакоба сидел. Там вот как раз же вот эти ж пишут многие, что на первом этаже он давал кабинеты всем выгнанным из России деятелям науки, просвещения. Очень много все, что сделал Нестор Лакоба, то, что мы сегодня имеем, это все, что... Это очень часто вы в своих репортажах рассказываете об этом. Это люди должны знать.
Однако уже в начале 30-х годов политический статус Абхазии изменился. В 1931 году республика была преобразована в автономию в составе Грузинской ССР. Эти события стали одним из наиболее сложных и дискуссионных этапов в истории советской Абхазии. Если говорить в целом и в общем за весь советский период, то, конечно же, мы здесь должны обратить внимание на такие рубежные даты, как 1931 год, именно Дурипский сход со всеми последствиями. Это убийство практически Нестора Павловича Лакоба. Это жесточайшие репрессии по отношению к абхазской интеллигенции и вообще к абхазскому населению. Это, конечно же, те моменты, которые мы сегодня вот и изучаем, практически нарушение национальной политики, грубое нарушение в области национальной политики. Это отступление от провозглашенных норм. Несмотря на противоречивость эпохи, советский период оставил заметный след в развитии республики. За десятилетия советской истории в Абхазии построены предприятия, школы и дороги, сформировались национальные научные и культурные кадры, а также политическая элита, возглавившая национально-освободительное движение. Нужно отдать должное тому периоду. Абхазия была награждена орденом Ленина за успехи в развитии государства. Сам Нестор Павлович Лакоба был награжден тоже. И я хочу сказать о том, что новый этап начался буквально перед войной, когда национально-освободительное движение дало результаты, было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по дальнейшему развитию экономики Республики Абхазия. Вот это годы, когда мы строили в год более 200 тысяч квадратных метров жилья, строили новые школы, дороги, расцвела культура. Иногда, вот как все взрослые люди, мы скучаем. Вот тогда было лучше, хорошо. Ну, что-то было лучше, что-то бы надо было. Но мы, абхазы, находясь под таким влиянием в составе Грузии, то в этом отношении каждые лет 10 практически абхазов всегда выступали, национально-освободительное движение всегда развивалось. И люди были очень дружны. Вот в революционном плане, я имею в виду, защищая интересы Абхазии, единым фронтом люди выступали. Сегодня изучение советского периода продолжается. События начала 20-х годов и последующих десятилетий остаются, безусловно, важной частью исторического опыта Абхазии. И на многие вопросы этого времени исследователям еще только предстоит найти ответы. Заур Кварча, Абаза ТВ.